Лишение статуса экс-президентов, я думаю, она тоже возникла не просто так. С одной стороны, это эхо вот октябрьских событий, которые были в 2020 году. Общее такая эмоциональное сейчас состояние в стране, потому что только-только в какой-то мере политический кризис разрешился в связи с выборами президентами. И мы вошли более-менее в политическую стабильность, потому что политическая стабильность, надо не забывать, в истории, новейшей истории Кыргызстана, это консенсус политических элит. И, конечно же, он в какой-то мере достигнут, потому что сегодня ни одна страна, ни одна политическая сила не оспаривает ни результаты выборов, ни каких-то там других процессов, которые могут произойти. Сейчас все-таки больше стоят проблемы социально-экономического развития и выхода из социально-экономического кризиса. То, что эта инициатива поднимается, вообще, я думаю, что, с одной стороны, в мировой практике в Кыргызстане нужно поднимать политическую культуру и давать новые традиции, институционализировать институт президентства, потому что мы видим 30-летнюю историю Кыргызстана, когда большинство президентов находятся за пределами страны или находятся в тюрьме. Поэтому я думаю, вообще политическая культура должна быть так, что президенты страны должны оставаться в стране, они должны жить нормальной жизнью, у них должны быть свои фонды, библиотеки, мы должны их встречать в магазинах, там, я не знаю, на улице, общаться. Они должны выступать своими речами и выполнять ту функцию, которая на них возложена. Тем более, ну, вы знаете, это очень большая функция, потому что любой президент это все-таки больше, чем просто политический лидер, это национальный лидер страны, и он способен объединять. Что касается этого процесса, именно инициации, я думаю, что это, с одной стороны, это как бы делает гражданский активист, да, я насколько это понял, если я не ошибаюсь. И второе, первое, все-таки это, я думаю, тоже один из вариантов того, чтобы как бы избежать некоторых политических движений. В какой-то мере это может быть один из, ну, может быть, рычагов воздействия. Но, с другой стороны, я думаю, что для Кыргызстана лучше было бы, если бы мы все-таки сохраняли вот эту политическую стабильность, и статус он сохранялся, потому что это очень важно, преемственность, политическая преемственность, институализация этой традиции. И тогда мы как бы выйдем на новый уровень политического развития традицию, то там экс-президент США никогда не комментирует действующего президента. Они сохраняют, такая политическая культура сложилась, с уважением относиться к институту президента. И они высказывают свою точку зрения только тогда, когда их пригласит действующий президент на закрытую встречу без СМИ, без помощников, для того, чтобы обсудить будущее развитие страны. Любой президент обладает гигантским опытом, и он может помочь решению многих проблем, политических, международных проблем, кадровых, именно с действующим президентом, так как они имеют гигантский опыт и взаимоотношения с другими странами. И я думаю, что это очень важно было бы для Кыргызстана, сохранение этой политической. Данная инициатива и в последующем лишение статуса экс-президента Отумбаева и Джеймбекова ведет к рискам деградации института президента и, как следствие, в целом институтов государственной власти. Конечно, подобные процессы невыгодны для страны, но другой вопрос – заслуга экс-президентов на высшей государственной должности и проделанная работа на этом посту. Также важны юридические основания для лишения статуса экс-президента и правовые нормы и механизмы по этому вопросу. Вопрос выгоды данного вопроса больше всего относится к политической плоскости. И, конечно, в данном вопросе определенные группы и политические силы могут быть как заинтересованы, так и противостоять подобным инициативам. Но то, что такие инициативы могут начать новый виток политических процессов, остается фактом. Если рассматривать вопрос Отумбаевой, то, конечно, это выгодно, так сказать, условно оппонентам, членов Временного правительства. И, конечно, данный вопрос будет рассматриваться через вопрос Ошских событий. Если же рассматривать вопрос по Сооронбай Джеймбекову, то данный вопрос выгоден как так называемым условно, да, про атамбаевским силам,
И в этой плоскости это, ну, так сказать, своего рода месть вот с этих позиций. И в то же время данный вопрос про властным, так сказать, силам, это вопрос с точки зрения ответственности за октябрьские события и процессы, которые привели к этим событиям. Также данный вопрос удовлетворения, так сказать, пострадавших и участников, жертв, пострадавших и участников октябрьских событий.